мы оценили общие спортивные результаты, которые были достигнуты в ходе спартакиады, и отметили наградами тех людей, которые принимали участие непосредственно в организации проведения самой спартакиады, юбилейных мероприятий Бутырусского улуса. В первую очередь это люди, которые работали в организационных комиссиях, входящих в оргкомитет, а также представители, руководители или представители предприятий, бизнес-сообщества, компаний различных, которые помогли финансировать и формировать небюджетный фонд проведения данной спартакиады. Чемпионат уже обрел свой статус, серьезный статус. На него с каждым годом съезжается все больше и больше спортсменов. В эти соревнования приезжали даже 2 гонщика из Амурской области. Я очень благодарен им. Сейчас будет информация хорошая и большая в ближайшие регионы. Поэтому мы надеемся на следующий год провести более объемно эти соревнования. Надеемся, что приедут из Амурской области уже не 2 человека, а приедут человек 10. Поэтому статус соревнований повышается с каждым годом. Конечно, большая благодарность Марине Милютиной, которая является генеральным спонсором проведения этих соревнований и оказывает большую поддержку в приобретении призов, пропаганде и так далее. Нельзя, невозможно не упомянуть такую фамилию, как Бурцев Константин Семенович. Это председатель городского комитета спорта, который очень даже внимательно, я сказал, даже очень следит за развитием технических видов спорта, принимает активное участие, значит, в проведении соревнований, оказывает и моральную, и хоть незначительную, но финансовую поддержку. Мы ему за это, конечно, очень даже благодарны. Впереди у нас новый сезон, который начнется 23 числа в Новосибирске. Вторая игра, следующий тур — это Омск. Затем у нас начинается кубок 30 июля на Сахалине. Играем с Сахалином. О составе команды мы поговорили. Я считаю, что достаточное усиление произошло. Говоря о календаре, хочу отметить очень опять важный факт. 3-й сезон, к сожалению. И я об этом уже говорил, президент Российского футбольного союза. Абсолютно, на мой взгляд, несправедливая жеребьевка этого календаря и, самое главное, нелогичный подход к формированию этого календаря. С учетом географии он проводится почему-то, а не с точки зрения жеребьевки и жребия как такового. Получается, что вот спаренные наши матчи, каждый второй матч, который происходит там, на 3-й или на 4-й день на 3-й день после предыдущего тура, к нам приезжает команда, или мы приезжаем к команде, которая до этого тур пропускала и имела недельный отдых. Это очень важный и существенный фактор, который достаточно сложно преодолевать, потому что команда, готовясь к туру, готовясь неделю, имеет возможность и функционально восстановиться, и разобрать игру противника. А когда команда вынуждена после игры в течение суток, с учетом нашей сложной географии, добираться до следующего места проведения тура, остается, по сути, время на отдых и на подготовку к матчу, находясь в поезде, в самолете, в машине, достаточно сложно.
9 августа в спортивном комплексе «Триумф» у нас будет первый международный турнир по боям без правил и по тайскому боксу. Будут 5 боев по боям без правил, по смешанным боевым искусствам и 5 боев по тайскому боксу. Хочу поблагодарить наших спонсоров. Хочу поблагодарить Министерство спорта нашей республики, Георгия Балашина, Михаила Дмитриевича Гуляева и директора спортивного комплекса Павла Павловича Пенигина. 9 августа приходите поболеть за наших спортсменов в спортивный комплекс «Триумф».